Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об итогах законотворческой деятельности регионального парламента за этот год с Алексеем Херемеевым, председателем Государственного собрания Ил-Тумен. Алексей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с вопроса о бюджете республики, так как он касается всех нас, и от этого зависит, как мы будем жить в ближайшее время и ближайшие 3 года. Собственные доходы республики выросли, и это не может не радовать. Скажите, с чем связана такая тенденция? Собственно, если наш бюджет равняется доходная часть 264,5 миллиарда рублей, пока утвержденная, да, мы еще в течение года при корректировке государственного бюджета обычно его увеличиваем, то собственные доходы республики у нас получается где-то на порядка 150 миллиардов рублей. С чем это связано? Это связано как раз с тем, что у нас развиваются крупнейшие отрасли промышленности новые. У нас это алмазодобыча, это традиционная у нас, это все равно на треть собственных доходов. Но, тем не менее, у нас большие статьи доходов сейчас идут от газодобычи, от нефтедобычи, от угледобычи. 30 миллионов тонн угля добывает республика сейчас. 40 тонн золота. И это, конечно же, не может не сказываться на доходах Республики Саха-Якутия. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться, и в ближайшем будущем мы это будем наращивать, потому что, в качестве примера я могу привести, что если Эльгинское угольное месторождение у нас заработает в полную силу, там Якутия будет экспортировать порядка 55 миллионов тонн угля. Представляете, какая цифра? У нас будет расти добыча газа, у нас будет расти дальше добыча серебра и так далее, и так далее. И это все, конечно же, дает эффект по доходам нашему государственному бюджету. И это нас очень радует. Это значит, что будут решаться социальные проблемы нашей республики. Ил-Тумен принял решение об освобождении от налогов ряда добывающих предприятий. Скажите, а как это связано с наполняемостью дохода части бюджета? Еще в 2016 году мы приняли такое решение по Тасюрях нефтегаздобычь, это дочернее предприятие Роснефти. Нас тогда население республики достаточно сильно критиковало, но это общая мировая практика. Такой же практики придерживаются многие другие субъекты Российской Федерации. Та же Республика Татарстан, она вообще все обнуляет, когда привлекает инвесторов. Потому что у нас Якутия такой регион, он с очень плохой транспортной доступностью, с очень, так скажем, трудными климатическими условиями. Поэтому люди, инвесторы сюда приходят с не очень большой охотой. И для того, чтобы мы их стимулировали, мы создаем соответствующий инвестиционный климат. И вот по итогам того, что в 2016 году, когда мы давали соответствующие налоговые льготы той же Роснефти, теперь они нам начали уже давать по налогу на имущество большие доходы в государственный бюджет республики. Нынче, в 2021 году, мы также продолжили эту политику на 5-летний период, но уже на вновь создаваемое производство. На созданное производство с 2016 года этих налоговых льгот не предполагается. То есть тот же налог на имущество, который мы давали в 2016 году, допустим, да, они с 16 по 21 год построили, на это имущество они уже будут с 2022 года платить налог. А на новое производство, которое они будут еще наращивать и создавать, мы даем еще 5-летний льготный период. Вот в чем разница и почему мы это делаем. Расскажите, зачем России нужен закон об единой публичной власти? Что изменится в работе высшего должностного лица и парламента республики? И какие поправки внес Ил-Тумен в этот законопроект? У нас есть большой закон, все его знают под номером 184, это об основных принципах организации органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Он пока еще действует, но депутаты Государственной Думы Крашенинников и сенатор Клишес внесли проект законов,
согласно которому он часто называется «Закон единой публичной власти в Российской Федерации», об основных принципах организации органов публичной власти субъектов Российской Федерации. Он сейчас проходит рассмотрение в стенах Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. До того, как его приняли в первом чтении, они разослали всем субъектам Российской Федерации. Мы, конечно же, его внимательно под лупой рассмотрели с привлечением широкого круга общественности, наших политиков, политических партий, профсоюзов, журналистов, всех заинтересованных лиц в стенах парламента и неоднократно рассматривался данный проект закона. Что он предполагает? Конечно же, многие говорят о том, что это усиление вертикали власти, и многие политики выражали, что это конец федерализма в Российской Федерации. Но, тем не менее, я вам совершенно официально должен заявить, что это совершенно не так, потому что те основные принципы, федеративных отношений, которые заложены в Конституции Российской Федерации, они сохранены. Есть у нас предметы совместного видения между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. Есть наши исключительные полномочия субъекта России. А мы, как республика, обладаем этими полномочиями, и у нас есть собственное правовое регулирование по этим вопросам. Более того, предполагается в самом законе, есть потенциальная норма, которая позволяет заключать договора о разграничении предметов видения и полномочий. То есть конституционно-договорная модель федеративных отношений, она сохраняется. Это первое. Второе, по самому закону, сути закона. Конечно, нас там не устраивали некоторые моменты, связанные с ущемлением прав законодательных и представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Ну, в качестве примера давайте возьмем. Раньше, если проект федерального закона, он рассматривался и рассылался субъектам Российской Федерации на отзыв, либо же на внесение поправок, давался 30-дневный срок, то есть месячный срок. В этом проекте предполагалось всего 15 дней. Конечно же, это нас не устраивало, потому что мы просто-напросто во многих моментах не успевали бы дать такой проект, такое заключение. Второе, допустим, у нас есть такой момент, когда по предметам совместного видения, которые требуют дополнительного финансирования из государственного бюджета федерального центра, мы, прежде чем принять решение и инициировать проект самого федерального закона, обязательно сначала должны получить заключение правительства Российской Федерации. А если это заключение, допустим, будет отрицательное, то нарушается наше право, конституционное право, что мы обладаем правом законодательной инициативы. А правом законодательной инициативы у субъекта это только законодательный представительный орган. В данном случае Государственное собрание Илтумен Республики Саха-Якутия. Третий момент. Нас совершенно не устраивало то, что федеральный центр мог делать правовое регулирование на арктической территории без согласования субъекта Российской Федерации. То есть в Арктике, допустим, создается определенная территория, и там начинают добывать какие-то полезные ископаемые и так далее, и так далее, и так далее, но без участия субъекта и муниципалитетов. Мы, конечно же, категорически против позицию свою выразили, что это должно быть исключительно по соглашениям субъекта Российской Федерации, исключительно по соглашению с конкретным муниципалитетом. Вот такого рода моменты, конечно, в этом проекте закона есть. Мы по ним и в отзыве писали, и мы дали соответствующие поправки ко второму чтению. Рад, что федеральный центр к нам прислушивается, и многие наши поправки он принимает. В целом, закон о публичной власти предполагает ответственность всех уровней власти, начиная от федерального уровня власти, заканчивая муниципалитетами, потому что они должны работать как единая система публичной власти для интересов граждан Российской Федерации. Потому что мы неоднократно же сталкиваемся с такой позицией, когда гражданин обращается
какому-нибудь то ли муниципальному чиновнику, то ли государственному чиновнику, и они просто-напросто отфутболивают его, мотивируя тем, что это не его полномочия. Конечно, разграничения полномочий у нас будут сохраняться законодательно, но тем не менее гражданину ведь все равно он представляет мере это правительство республики или федеральное министерство, для него это в одном лице власть, и притом публичная власть, и он обращается за ней со своими правами. Соответственно, мы должны обеспечить максимальные условия для того, чтобы гражданин был удовлетворен в своих правах. Некоторые граждане неоднозначно восприняли изменения в законе о трезвых селах. Но вы сказали, что, несмотря на это, запрет на продажу алкоголя в общепитах исключается. Парламент все равно будет проводить антиалкогольную политику. Объясните, пожалуйста, это. Ну тут, когда мы принимали закон, и некоторые наши коллеги из депутатского корпуса неправильно трактовали данные нормы закона, во-первых, ну и население, как я вижу сейчас, и общественность не очень-то правильно, вернее, совершенно неправильно трактуют нормы закона, которые мы приняли в первом чтении, говоря о том, что парламент ратует за алкоголизацию населения. Вот ни в коем случае. С точностью наоборот, на 180 градусов. Я перед вами сижу, автор закона этого антиалкогольного, который мы приняли в 2014 году, когда мы выводили спиртные напитки из продуктовых магазинов, стационарных торговых объектов, когда мы вводили временные ограничения для продажи алкогольной продукции, когда мы дали право муниципальным образованиям, чтобы они своими решениями инициировали проекты республиканских законов, которые вводили бы полный запрет розничной продажи алкогольной продукции, благодаря которым 186 сел в республике Саха-Якутия они полностью запретили розничную реализацию алкогольной продукции. И вот, когда я со своим коллегой одним разрабатывал данный проект закона, и он очень хорошо работал, но в процессе работы мои коллеги подумали, что нужно его еще усовершенствовать, и добавили туда нормы по пунктам общественного питания. Но, к сожалению, 171 федеральный закон дает право субъектам Российской Федерации регулировать только розничную реализацию алкогольной продукции в стационарных торговых объектах. И то по 3 моментам. Это условия, место и время мы можем регулировать. И, ну, конечно же, полный запрет реализации алкогольной продукции. Но при этом федеральный центр оставил за собой право реализацию алкогольной продукции в пунктах общественного питания, то есть в кафе, барах, ресторанах и так далее. Субъект Российской Федерации там вмешиваться не может. Несколько других субъектов инициировали, чтобы это право появилось у субъектов, но, к сожалению, Государственная Дума того созыва она не приняла этот закон, хотя в первом чтении рассматривала. И вот по этой норме прокуратура республики, конечно, естественно, она оспорила наш республиканский закон. Верховный суд республики ее поддержал. И нам нужно было обязательно по пунктам общественного питания из нашего закона почиститься. Иначе мы не могли... Сейчас вот у нас, допустим, в парламенте лежит законодательная инициатива от 10 муниципальных образований, и мы их не можем рассмотреть. Вот если мы этот закон сейчас примем, окончательно его доработаем во 2-м и 3-м чтении, то мы можем продолжать антиалкогольную политику. Делегация парламента Якутии недавно вернулась из Республики Беларусь. И вы там приняли участие в митинге, посвященном столетию Героя Советского Союза Федора Охлопкова. Как вы оцениваете перспективы регионального и международного сотрудничества якутского парламента? Но они очень хорошие. У нас есть заключено соглашение практически более чем половиной законодательных представительных органов субъектов Российской Федерации. Мы где-то хорошо, где-то не очень, но тем не менее очень это взаимодействие идет. Мы выступаем совместными законодательными инициативами и так далее. А вот что касается международного сотрудничества, Республика Беларусь — это братская республика.
Гомельская область — это самая крупная область Беларуси. Она тоже занимает 5-ю часть территории Республики Беларусь, как мы занимаем 5-ю часть территории Российской Федерации. Население сопоставимое, там чуть больше миллиона живет. Промышленный потенциал очень хороший. Нам есть над чем работать, потому что могут быть поставки сельскохозяйственной техники сюда, могут быть взаимовыгодное сотрудничество по всем другим отраслям, начиная от легкой промышленности, заканчивая кондитерской фабрикой и так далее. А что касается непосредственно вашего вопроса, то, заключив это соглашение, мы также побывали в деревне Дережичи Лоевского района Гомельской области и возложили дань уважения и памяти нашему Федору Кузьмичу Попову, первому из якутян, удостоившемуся звания Героя Советского Союза, который захоронен там, в братской могиле. Спасибо вам большое, Алексей Ильич, за то, что пришли и ответили на наши вопросы. Благодарю Спасибо вас. вам большое. Ну а я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с Алексеем Еремеевым, председателем Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Всего доброго и до новых встреч в эфире.